Здравствуйте. Настало время подвести итоги недели. В студии Лина Насырова. И сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Миллиард в геопарке. Янгантау и Таратау сделает местом притяжения туристов со всего мира. Эта зона должна стать сакральной для всех жителей республики. Новые маршруты, визит-центры и инвестпроекты. К бизнес-идеям подключились и местные жители. Одни хотят заниматься коневодством, кто-то будет сбором и сушкой трав. Маленькие пациенты с большим желанием жить. В РДКБ малыши с онкозаболеваниями не бросают учебу. Ребенок получает мотивацию для дальнейшей жизни. В республике идет строительство Центра детской онкологии и гематологии. В Уфе смогут проводить редкую для российских клиник операцию – трансплантацию стволовых клеток. Мы были очень впечатлены теми успехами, которые достигла ваша РДКБ, но мы надеемся, что это не конец. Занесло в прямом и переносном смысле. Пьяный водитель слетел в кювет и кричал на сотрудников ДПС, пытаясь выбить дверь. Сидите, пожалуйста. Руки ознакомьтесь со всем материалом дела. Давайте объяснение ходатайства. Да мне Погони, побег с места ДТП и авария с трактором. В республике прошел масштабный рейд по поимке синих водителей. Золотой песок. Обещали ФАП и дорогу, а на деле решили разрабатывать берег озера, известного своей чистотой. Вот тот деятель, который в 2015 году выдал лицензию, пусть ему на уши оденут эту лицензию, ладно? Тревогу забили и жители Абзелиловского района. Сельчане боятся за реку, а на лык и собственное здоровье. На место выехала специальная комиссия. Сам пришел, смотрел, видел, что красная вода вытекает из карьера. 33 случая смерти от коронавируса зафиксировано за сутки в республике. Таким образом, COVID-19 унес жизни уже 3044 человек. COVID-19 поставлен 679 жителям Башкортостана. В стационарах находится почти 800 человек, из них в тяжелом состоянии 97 пациентов, на ИВЛ 8. Озеро Большой Толпак в Крымско-Калинском районе останется в первозданном виде. Глава Башкортостана озвучил четкую позицию: трогать нельзя. Эта территория должна развиваться как место отдыха. Если и будут инвестиционные проекты, то только туристической направленности. Такова позиция властей. Ради Хабиров поручил Республиканской межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей проанализировать всю ситуацию. Итоги проверки обсудят через 2 месяца. Мне глава доложил, что вокруг озера Толпак, чтобы никакой разработки не было. Вот тот деятель, который в 2015 году выдал лицензию, пусть ему на уши оденут эту лицензию, ладно? Нельзя было этого делать. Но вы должны теперь найти юридическое решение, потому что это люди, бизнесмены, которые в том числе, наверное, платили какие-то деньги. Значит, садиться за стол переговоров. Но просто позиция, моя позиция, что такие объекты нельзя трогать. Ситуацию вокруг Марганцева карьера в Ниязгулово взяла под контроль межведомственная комиссия по недропользованию. В социальных сетях неравнодушными гражданами опубликована информация о том, что в Абзелиловском районе рядом с деревней Ниязгулово компания УГРУ «Восток» добывает марганец с возможными экологическими нарушениями. Недовольство активистов было вызвано еще и тем, что работы на карьере якобы ведутся с применением взрывных устройств. Для разбора ситуации месторождения посетили члены межведомственной комиссии по вопросам недропользования под руководством вице-премьера республики Азата Бадранова. К встрече присоединились местные депутаты, активисты и глава муниципалитета. Проблемную ситуацию решили вынести на очередное заседание межведомственной комиссии по недропользованию и организовать проверку деятельности предприятия контрольно-надзорными органами под общественным контролем местных жителей. В случае выявления нарушений компания обещала их устранить. В противном случае межведомственная комиссия уже имеет опыт организации работы по отзыву лицензии у недобросовестных недропользователей. Такой быстрой реакции, честно, не ожидал. Но хорошо, что вы быстро приехали, и пока все не замерзло, если быстренько сделаете... сделать экспертизу, хорошо было бы, пока все как есть.
Компания заявляет о том, что взрывные технологии у них не применяются. Они просто якобы копают экскаватором. Но эти моменты нам еще предстоит выяснить, проверить. В случае, если выяснится нарушение лицензионных норм и правил законодательства природоохранного, я думаю, что мы будем идти на приостановление, отзыв лицензии, в случае, если это выяснится. В развитие геопарков Янгантау и Таратау уложат более 1 миллиарда рублей. Для сохранения этнокультурных ценностей будут построены геологические музейные комплексы. Предприниматели получат поддержку при реализации инвестпроектов на этих территориях. Глава Башкортостана Ради Хабиров также отметил, что геопарк Таратау включился в борьбу для попадания в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Мой коллега Азат Садреев расскажет подробности. Геопарк Таратау стал местом паломничества туристов не только из Башкортостана, но и других регионов и стран зарубежья. И хотя современная инфраструктура здесь только появляется, построили визит-центр и предлагают маршруты для активного отдыха, гостей с каждым годом становится больше. Сельчане тоже не остались в стороне. Жители деревни Гумерова представили на инвестчасе свой бизнес-план по развитию агротуризма и получили поддержку. Раз у нас по агротуризму, одни хотят заниматься коневодством, кто-то будет сбором и сушкой трав дикорастущих. Одни хотят садоводством заниматься. Вот, конечно, естественно, здесь еще административное у нас здание будет. Там будут проводиться мастер-классы. Главная достопримечательность геопарка Таратау – древние шиханы. Попасть на их вершину мечтает каждый гость. Это можно сделать по тропе, но вскоре для более удобного и безопасного подъема построят лестницу. Причем вручную, без привлечения спецтехники, чтобы не навредить природе. Эти и другие проекты, направленные на развитие геопарков, обсудили на заседании попечительского совета. В текущем году геопарк Таратау вошел в число 16 территорий из различных стран мира, претендующих на вступление в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. В следующем году мы ожидаем приезд экспертов для оценки уникальности природных и культурных объектов геопарка. Также мы с вами ведем работу по продвижению объекта природно-геологического объекта Башкирские Шиханы для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКо. На развитие геопарка Таратау выделят 370 миллионов рублей, 700 миллионов получит его старший брат геопарк Янгантау. Этнографический комплекс, караван-сарай, геологический музей Мечетлино будут построены для сохранения культурных ценностей и привлечения в регион туристов. Особое внимание уделят историческому комплексу «Земля Салавата». Эта зона должна стать сакральной для всех жителей республики, чтобы мы туда могли приехать каждый и получать такую зону земли, связь с землей, и через общение с этим местом вернуться к своим корням, понимание. Развивать такие территории без государственно-частного партнерства непросто. Республиканское Минэкономразвитие разработало меры поддержки инвесторов, которые готовы вложиться в общее дело. Установлено 5 порядков субсидирования туристической отрасли. В том числе особое внимание уделили инфраструктурной поддержке геопарков. Предоставили возможность инвесторам получения земельных участков в аренду без торгов для размещения глэмпингов на территории также наших геопарков. Разработали республиканский закон о геопарках и геологическом наследии Республики Башкортостан, в котором впервые в России мы планируем законодательно определить понятие геопарки. Люди готовы отдыхать дома и приезжать в Башкортостан в гости из других регионов и стран. Нужно лишь создать условия и инфраструктуру. В текущем году туристический поток на территорию геопарка Янгантау увеличился в 2 раза. Большой популярностью пользуются сплавы по рекам Ай и Юрюзань. В выходные дни количество посетителей превышает 5000 человек. Объекты являются объектами экологического туризма, а экологический туризм в этом году набрал самые большие обороты в России, поскольку в связи с пандемией коронавируса очень многие стараются уединиться с природой, отдохнуть на водоемах. И, конечно, самый высокий сезон пришелся в том числе и на геопарки. В успех башкирских геопарков верят не только российские, но и зарубежные ученые. Истории Башкортостана уникально, отметили они, обращаясь к участникам заседания в онлайн-режиме. В свою очередь, глава республики Ради Хабиров отметил, что регион способен рассказать и показать прошлое региона в современном формате, с комфортом, к которому привыкли даже европейцы.
Материальные объекты нужны, визит-центры всевозможные, обязательно развивать туризм, придорожный сервис нужно развивать. Там все это вместе мы делаем. И вот мы решение приняли. Самое главное, что вот сегодня мы четко определили, какие объекты должны начать уже строиться. Самое главное, что бюджет позволяет нам уже профинансировать эти объекты. К возведению крупных музейных объектов планируют приступить в 2022 году после получения положительного заключения госэкспертизы. Азат Садреев, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Уфа. Детский рак не приговор. Большинство онкологических заболеваний, около 80%, излечимо, если оказана своевременная медицинская помощь. Профессора из Москвы высоко оценили возможности будущего Центра детской онкологии и гематологии в Уфе, строительство которого началось в этом году. Здесь планируют проводить редкую среди российских медучреждений операцию – трансплантацию стволовых клеток. Об этом в Уфе на пресс-конференции заявили представители Института иммунологии, гематологии и клеточных технологий Центра имени Дмитрия Рогачева. Подробности в нашем материале. Кристина Ихсанова в больнице с младшим 7-летним сыном Данилой с марта. У мальчика заболевание крови, которое всей семьей они мечтают победить. Мама привела ребенка в новый центр «Учим, знаем», который помогает вывести из стресса и дать сил для борьбы иммунитету. В целом это очень прекрасно. Для детей это познавательно, потому что в стенах больницы им тяжело заниматься, а здесь они хотя бы отвлекаются, и приходят другие люди не в халатах, они их видят, и у них настроение поднимается. Они видят, что не все потеряно, и у них стимул. Желание жить в том числе дает творческая среда, говорит педагог дополнительного образования Лилия Ахметова. Через арт-терапию она отслеживает состояние маленьких пациентов в госпитальной школе «Учим, знаем» на 70 мест на базе РДКБ. По индивидуальной программе ребенок получает знания и даже может сдавать здесь экзамены. Арт-терапия, во-первых, раскрепощает, а во-вторых, звучит немножко космически, но, может быть, обращает его в какую-то другую сторону жизни, которая больше связана с его душевным состоянием, нежели вот с реальностью. Но, безусловно, внутреннее состояние, оно отражается в рисунке, прежде всего в цвете и линии, и этот момент корректируется уже в процессе рисования. Конечно же, это доставляет определенный стресс. Ситуация, когда они могут продолжить свое образование в стенах больницы, для меня она вообще, кажется, очень удивительной и очень полезной, потому что ребенок получает мотивацию для дальнейшей жизни. Также это может быть полезно и родителям, которые перестают быть зациклены на проблемах со здоровьем детей. Еще больше возможностей должен дать Центр детской онкологии и гематологии, строительство которого началось в этом году на территории Республиканской детской клинической больницы. Как написал глава Башкортостана Ради Хабиров в социальных сетях, по проекту это будет 7-этажное здание. Общая площадь почти 18 тысяч квадратных метров. Новый объект включит дневной стационар, блок иммунологии, отделение онкологии, гематологии, реанимации и интенсивной терапии и другие. Возможности высоко оценили московские специалисты. Мы были очень впечатлены теми успехами, которые достигла ваша РДКБ, но мы надеемся, что это не конец, потому что строится новый корпус, и там предполагается развитие новых технологий, в том числе и трансплантации костного мозга или стволовых клеток. И это, конечно, очень перспективно. Это одно из немногих учреждений, которое будет иметь такую технологию в России. Да, всего таких несколько сейчас, и строится еще несколько в регионах. И мы очень с большой надеждой смотрим на совместное дальнейшее сотрудничество с вашим центром. Во-первых, это не ради красного словца, надо сказать, а это действительно правда, потому что та база, которая есть в республиканской больнице, та база, которую сделало Министерство здравоохранения республики, связанная с онкологией, гематологией, генетикой, дает возможность развить иммунологическую службу таким образом, чтобы она, наряду как генетика и онкология, и гематология, сейчас стала такой же ведущей в регионе и во всех прилегающих регионах. В Башкортостане в едином регистре больных с иммунодефицитом около 300 человек. Это и взрослые, и дети. Многие направляются для лечения в Московский центр имени Рогачева. Врачи медучреждения прибыли в Уфу, чтобы рассказать о современных методиках, которые позволят быстрее установить заболевание и облегчить боль пациенту. Сегодня приехали именно те люди, с которыми мы непосредственно работаем практически каждый день, представить информацию, новую информацию о первичных иммунодефицитах для врачей всех специальностей
специальностей, потому что эта проблема касается не только врачей-иммунологов, а такие пациенты могут быть в любом стационаре оказаться и с любыми клиническими проявлениями. Ежегодно в республике врачи выявляют около 130 случаев злокачественных новообразований у детей. Всего под наблюдением более 850 маленьких пациентов. Новый центр детской онкологии и гематологии в Уфе поможет почувствовать семьям уверенность в завтрашнем дне. Сейчас для этого требуется больше усилий. Уверенность моя в нем. А вас что внушает уверенность? Но я без него не смогу. Екатерина Тимиряева, Ильшат Давлетбердин, Роберт Давлетбердин, Азат Узбеков. Итоги недели. На этой неделе Кировский суд Уфы арестовал на 2 месяца Лилию Чанышеву. До 9 января она будет находиться в СИЗО. Активистку подозревают в организации экстремистского сообщества. Следователи Центрального аппарата Следственного комитета России установили, что Чанышева руководила уфимским подразделением запрещенного на территории страны движения штаба Навального, а также разрабатывала планы для совершения преступлений экстремистской направленности. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. В июле руководимая Чанышевой некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан Штаб» была внесена в реестр иностранных агентов. Финансирование деятельности осуществлялось из-за рубежа – США, Великобритании, Канады. Противоправная деятельность была направлена на дискредитацию органов власти, дестабилизацию обстановки в регионах, организацию проведения протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки. В ходе судебного заседания Чанышева заявила о своей беременности, но это не подтверждено медицинским обследованием. В ближайшие дни Чанышеву должны этапировать в московский СИЗО. Дураков на дороге меньше не становится. На неделе озвучили статистику смертельных ДТП. В авариях с начала года погибли более 400 человек. Причем чем лучше дороги, тем больше лихачей. В этом числе и пьяных. В Башкортостане прошли рейды по нетрезвым водителям. О массовых проверках было объявлено заранее, однако автовладельцев, любящих принять на грудь, это не остановило. О людях, для которых закон не писан, расскажем в следующем материале. Стрельбашева на... Со Стрельтамака, наверное. Стрельтамак там. Стрельтамак там. А, там, ну значит там, да. Со СТУ управлял, да, автомашиной? Не знаю. Несколькими минутами ранее этот мужчина на машине съехал в кювет. То ли от шока, то ли от удара алкоголя в голову. Водитель, похоже, потерял не только ориентацию в пространстве, но и вовсе забыл, был ли он за рулем. А после того, как сотрудники ДПС предложили ему пройти медосвидетельствование, задержанный и вовсе впал в неистовство. Руки! Сидите, пожалуйста. Руки! Ознакомьтесь со всем материалом дела. Давайте объяснение ходатайства. Да мне в отношении вас будет составлен... Не ломайте ручку, пожалуйста, она закрыта. И чё? Какие права? Вы меня где взяли-то вообще? Статья 55. Ага, сейчас я юристу позвоню. Сейчас вас прям вот здесь. Хорошо. Выдержке инспекторов ДПС остается только позавидовать и посочувствовать. Ведь таких неадекватных водителей им приходится ловить немало за смену. Этот мужчина за рулем легковушки словно не замечает спецсигналы. Инспекторы преследовали его до самого дома. Впрочем, дальше входных ворот водитель проехать не смог. Его отвезли в участок. Как выяснилось, ранее он уже привлекался за пьяное вождение. В этот раз лихач долго отпирался от медосвидетельствования. Видимо, понимал, за повторное нарушение ему грозит лишение свободы. Будете брать ответственность? Кто, я? Да. А почему я? А не мой брат. На какие только уловки не идут нетрезвые водители, чтобы избежать наказания. Кто-то, чтобы понизить градус, дует в алкотестер не в полную силу. Сильней! Дуйте, дуйте, дуйте. Не дует живот, не дует. Чего обманываешь-то прибор? Выдох прерван. Эта женщина из Кигинского района пыталась замаскировать алкоголь запахом табака, но после нескольких прерванных попыток автоледи все же надула себе на лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей. 445. Правильно? Алкогольное опьянение у вас. В Абзелиловском районе Нива столкнулась с трактором. Будучи пьяным, водитель легковушки сбежал с места ДТП домой. А когда мужчину поймали, признался, якобы выпил уже после аварии из-за стресса. 0,715 мг на литр. Допустимая норма 0,160 мг на литр. Крайне поразил инспекторов ДПС водитель легковушки в Хайбулинском районе. Мужчина, в общем-то, вел себя спокойно, был как будто в сонном состоянии. Алкотестер показал в его крови превышение допустимой нормы почти в 10 раз. Я тебе говорю, сына провожал в армию.
Есть водители, которые у нас попали за рулем в нетрезвом состоянии впервые, за которые предусмотрено лишение права управления транспортным средством на 18 месяцев, а также административный штраф 30 тысяч рублей. Если есть такие случаи, когда водитель попадается уже за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, то уже предусмотрена уголовная ответственность в рамках статьи 264 прим. 1. Только за одну ночь инспекторы в ходе рейда выявили порядка 2500 нарушений правил дорожного движения и почти 500 пьяных водителей. По их вине с начала года на дорогах погибло более 60 человек, еще 400 получили травмы. Для борьбы с нарушителями в республике намерены увеличить число камер фото-видеофиксации. На трассах они будут стоять через каждые 3 километра. Впрочем, эта мера поможет лишь косвенно. А вот остановиться перед тем, как сесть за руль, нетрезвый человек должен только сам. Артур Шамсудинов, Азат Садриев и Вадим Исламов. Итоги недели. Молодого чиновника Цыглинского района обвиняют во взятке, а браконьерам, задержанным в Стерлитамакском районе, грозит крупный штраф или исправительные работы. Далее о событиях, без которых картина этой недели была бы неполной. Новости короткой строкой от Руслана Батыргареева. Главу сельсовета в Башкирии обвиняют в служебном подлоге и получении взятки. 32-летний председатель Уктеевского сельсовета Иглинского района выдал подложную выписку из по-хозяйственной книги. По информации Следственного комитета, инцидент произошел в августе. К главе сельсовета обратился человек с просьбой помочь получить и оформить землю в собственность его отца. Чиновник потребовал за это 120 тысяч рублей. В сентябре он получил деньги и передал взяткодателю документ, содержащий ложные сведения о наличии у его отца права на участок в районе. Глава сельсовета частично признал свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Крупный ущерб животному миру. В Стерлитамакском районе задержали браконьеров, убивших 2 косуль. Туши зверей обнаружили в машине одного из местных жителей во время производственного охотничьего контроля. Животных застрелили из оружия, которое предположительно принадлежало подозреваемому. Ему грозит крупный штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Магазины, площадь которых превышает 1000 квадратных метров, будут пускать лишь при предъявлении сертификатов о вакцинации, медотводе с отрицательным ПЦР или со справкой о перенесенном ковиде. Касается это и продуктовых гипермаркетов. Неисполнение требований и нормативных актов чревато для представителей торговых заведений штрафами. Для должностных лиц от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических до 100 тысяч. За повторное нарушение наказывать будут жестче. Гипермаркеты и торговые центры могут закрыть свои двери для посетителей на 3 месяца. В парламенте Башкортостана выступили за отмену обязательного техосмотра для владельцев личных автомобилей. Такая инициатива сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. В поддержку проекта федерального закона выступил заместитель председателя Госсобрания Рустам Ишмухаметов. По его мнению, техосмотр утратил свою актуальность и превратился в трату времени и средств. Сознательные автовладельцы и так следят за состоянием своих машин, уверен парламентарий. По словам вице-спикера, процедура фактически изжила себя и стала формальностью. Жители республики приглашают к общественному обсуждению законопроекта о бюджете республики на 2022 год. Оно будет проходить до 17 ноября включительно. Текст законопроекта размещен на сайтах Госсобрания, Министерства финансов республики и на интернет-портале правовой информации. В обсуждении могут участвовать взрослые жители Башкортостана. В Курултае хотят показать широкой общественности, какими доходами располагает республика, на что их планируется потратить, и получить от людей обратную связь. Конструктивные предложения учтут при дальнейшей работе над законопроектом. Вместо противочумного костюма шикарное платье вместо больницы «Подиум». Медсестра Демского ковид-госпиталя и студентка БГМУ Альбина Шейхлисламова завоевала титул «Королева Евразии-2021» на международном конкурсе красоты в Турции. Вернувшись в Уфу, девушка вновь отправилась в красную зону. Несмотря на успехи на подиуме, в будущем девушка мечтает стать врачом. Пока же мисс Республики и королева Евразии набирается опыта в самом экстремальном месте, которое только можно придумать – на передовой борьбы с коронавирусом.
В Башкортостане всероссийская перепись населения подходит к концу. Заполнить анкету можно до полуночи на сайте Госуслуги. Предварительные итоги по нашему региону специалисты обещают опубликовать уже в апреле следующего года. Из обезличенной статистики можно будет узнать более актуальную информацию о количестве жителей республики, в каких условиях живут и каков их социальный статус. По словам экспертов, эти данные помогут скорректировать государственные программы в развитии и планировании бизнеса. Подробности далее. Алабердина или Аллабердина. Над этим вопросом местных жителей заставила задуматься ошибка сельсовета. В один момент вторая буква «Л» исчезла из названия населенного пункта, разделив сельчан на два лагеря. Теперь место рождения детей звучит не так благородно, как у родителей. Если переводить дословно с башкирского языка, то это будет «Аляпистый». Жители села, конечно, очень недовольны этим, потому что, Аллабердина, смысл даже сам – Бог дал Аллаберды, а здесь совсем другой, иначе смысл звучит села. Я сама даже сюда 20 лет назад приехала, прописана была в селе Аллабердина. Новый дом у меня сейчас Алабердина. А вот в названии школы пишутся две буквы «Л». Этого во время аккредитации добились сами жители. Отстояли, но чуть не лишились своей самобытности. В 2019 году башкирский язык едва не убрали из учебной программы. Все село как бы собралось. Приехали с отдела образования, начальник отдела образования. И прошло бурное собрание. Там отстояли опять башкирский язык как предмет. По итогам переписи населения 2010 года в селе Алабердина Оренбургской области проживали около 400 человек. Большая часть из них – башкиры. Изменилась ли за 2 года статистика? Предварительные результаты по региону специалисты обещают подготовить к апрелю следующего года. Национальная идентичность как особенность целых населенных пунктов. Так, в поселке Балтика, где преимущественно проживают белорусы, перепись охватила 100% населения. Здесь живут потомки выходцев из Гродненской, Могилевской, Брестской губерний. У нас, например, компактно проживают в селе Белорусы, в окрестных селах тоже. Создан национально-культурный центр белорусский. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы он и дальше развивался. И поэтому какая-то помощь со стороны государства. Все это предусматривается, наверное. И перепись не зря проводится. Отдельные группы организованно участвуют в переписи. Члены польской диаспоры в Башкортостане считают, что это поможет сохранить их культуру в регионе и в стране. Я думаю, что это поможет дальнейшему сохранению и развитию языков и культур малочисленных народов. Если мы о себе не заявим, значит, нас в этом поле нет. А если мы заявили, если мы себя отметили, то я думаю, что мы будем замечены, и нам будут продолжены условия для развития и сохранения своей идентичности, национальной идентичности. Самые активные переписчики, как правило, в деревнях и селах. Для заполнения анкеты многие самостоятельно приходят в стационарные пункты. Но, конечно, основную работу традиционно проделывают волонтеры, которые и в дождь, и в снег ходят по домам. У меня 2 деревни, Урман-Бишкадак и Яр-Бишкадак. Всего 265 домов. Мы работаем 6 человек. 5 человек ходим по деревне, а 1 сидит у нас на стационаре. Как сообщили в Башкортостан-стате, видна тенденция, что ряд районов и городов становятся центрами притяжения жителей. В отдельных населенных пунктах наблюдается благоприятная демографическая ситуация. По итогу мы получим объективную картинку срез того человеческого капитала и социально-экономического потенциала региона и страны в целом, который мы сегодня имеем. И впоследствии это станет базой для принятия социально-экономических программ развития, для различных форм поддержки населения и предприятий. В последнюю неделю переписи опросник заполнил и глава региона. Ради Хабиров ответил на вопросы о себе и своей семье на портале Госуслуг на рабочем месте. Руководитель республики подчеркнул, что перепись в Башкортостане прошла 4-миллионный барьер. Решил и сам добавить сюда немножко жителей Башкортостана. У меня семья из 5 человек, мы живем дружно все. Многодетный отец, можно сказать. Здесь вопросы, причем надо сказать, что я своей записью добавляю еще 3 башкирят, вернее 2 башкирят и 1 башкира, потому что мои мальчики еще маленькие, поэтому мы с супругой определили, что они башкиры. Всех призываю
Кстати, очень интересно и даже захватывает где-то. Башкортостан в лидерах по участию во всероссийской переписи населения. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков на совещании президента России с членами правительства. По официальным данным, 99% населения страны стали участниками кампании. Лилия Курбанова, Разиль Юлдашбаев, Ильнур Ямагулов. Итоги недели. В республике нуждающиеся могут получить бесплатную помощь. В первую очередь пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. В период пандемии такая поддержка особенно актуальна. К примеру, социальные работники доставляют пожилым жителям Уфы продукты и лекарства, сопровождают до поликлиник и банков. Со многими своими подопечными они знакомы давно и стали, по сути, близкими людьми. А предприниматели готовы предоставить горячие обеды. Подробности в материале Эмиля Басареева. Ваши любимые сгущенка, печеньки и рыбные консервы. Как по заказу. Вот. Спасибо большое. Вкусы и предпочтения пенсионерки Любовь Сергеевны соцработник знает хорошо. Поэтому Розина Закиева в курсе, чем порадовать свою подопечную. Уже 5 лет женщина посещает пенсионерку и помогает ей доставить продукты и лекарства, а кроме того еще и навести порядок в доме. Любовь Сергеевна признается, что если бы не эта поддержка, то одна бы совсем не справилась. Я только могу благодарить и удивляться, насколько она всегда старается, чтобы мне было удобно, хорошо, и чтобы я не чувствовала, что здесь кто-то вот убирал другой, а не я. То есть как будто бы вот все это убрано, принесено, куплено, как будто мною. В день один соцработник посещает по 10 человек. Нуждающихся немало. Среди основных просьб, с которыми они обращаются, покупка лекарств, продуктов, а также сопровождение до больницы или банка. У меня есть разные подопечные, есть инвалиды второй группы. Вот у меня дедушка есть, я ему кушать готовлю вот 3 раза в неделю. Бабушкам нужны, например, лекарства по рецепту. Я иду в поликлинику, беру у терапевта рецепты, забираю лекарства и потом отношу к ним домой. За поддержкой в Республиканский центр соцобслуживания населения могут обратиться пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. Достаточно позвонить по номеру 8 800 775 2014, ответить на вопросы оператора и рассказать, какая именно помощь требуется. Заявку принять могу, конечно, на продукты. Хорошо, фамилия, имя, отчество. С начала года в колл-центре обработали уже более 2300 заявок. Звонки здесь принимают с 9 утра до 6 вечера. С 13 октября соцработники выполняют для жителей еще одну функцию. Социальные работники с целью информирования граждан в составе мобильных бригад совместно с Центром общественной безопасности и с Роспотребнадзором они приносят уведомления гражданам 65+, а те, кто не вакцинировался, они уведомляют о необходимости вакцинации. Продуктовую помощь оказывают и добровольцы. Проект «Наша забота» партии «Единая Россия» объединил активистов молодой гвардии, волонтеров и предпринимателей. Одинокие пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья и многодетные семьи могут оставить заявку на доставку бесплатных горячих обедов. Приобретаются они за счет меценатов. К сожалению, не все депутаты Государственной Думы еще пока откликнулись. И мы надеемся, что и депутаты районного совета, городского совета также откликнутся на эту акцию. Потому что в это тяжелое время помощь тем людям, которым нужна, они звонят к нам в колл-центр «Наша забота». И если было, допустим, летом порядка 70-100 звонков, то сейчас это 200-300 звонков в день людей, которые просят помощи. И действительно, такая поддержка очень важна. Благотворительность является одним из основных деятельностей нашего предприятия, нашей сети. Мы помогаем и детским домам, мы помогаем нуждающимся семьям, матерям-одиночкам, многодетным семьям. И, естественно, мы не могли не откликнуться на просьбы о помощи в нашем родном городе Уфе. Заявку можно оставить по номеру колл-центра 8 800 201 8903. Здесь же нуждающиеся могут также попросить волонтеров доставить продукты и лекарства, помощи в оплате счетов и сопровождении на вакцинацию. Эмиль Басареев, Наталья Стафиевская, Вадим Исламов. Итоги недели. Напечатанная мода уфимка прославилась в ТикТок благодаря своему необычному увлечению. Девушка создает различные костюмы для косплея при помощи 3D-принтера. Свой талант блогер продемонстрировала и на федеральном канале. Полина Вишневская стала экспертом на шоу «Модный приговор». Как создается напечатанная одежда и почему ведущий программы на Первом канале стал подопытным кроликом, расскажет наш корреспондент Айгуль Хатыпова. Сумочка.
это не просто из пластика, она напечатана из резины, но тоже на 3D принтерах. А вот эта юбка, она уже из пластика, она уже жесткая. Путь к успеху у Полины начался с одежды, напечатанной. Девушка уже много лет увлекается косплеем. Атрибутику и костюмы различных персонажей можно увидеть буквально в каждом углу ее дома. Вот такие рожки я распечатала у себя на 3D принтерах, и это заняло, по-моему, у меня примерно сутки. Они прикрепляются на ободок, либо на резинку, и можно их использовать как полноценная деталь косплей-образа. Фурор в социальных сетях произвело видео, где Полина с помощью 3D-принтера напечатала изделие на ткани. За 2 дня ролик собрал более 2 миллионов просмотров и привлек внимание редакторов шоу «Модный приговор». И мне написали с Первого канала и предложили поучаствовать в программе «Модный приговор» и рассказать про 3D-печать в одежде. И за 3 дня, это крайне маленький срок, если честно, это невероятно маленький срок. Я подготовила вот такой вот, скажем, комплект одежды, распечатала для этой передачи. Я не спала ночами, очень сильно устала. Зато результат поразил историка моды. Александр Васильев отметил, что столкнулся с таким методом создания вещей впервые. Это очень интересно. Во вкусе Пако Рабан. Это мягкая вещь. Она, с одной стороны, напоминает мочалочку, а с другой стороны, она напоминает такую, знаете, лейкопластырь в люксовой аптеке, который вас обхватывает и держит форму. Сегодня действительно как подопытный кролик тут. Я действительно не видел таких вещей. Это очень необычно, это новое явление в моде. 3D-печати девушка училась самостоятельно, собирала всю информацию по крупицам в интернете. Сейчас у Полины дома стоят 2 принтера. Реквизит уфимка изготавливает из качественных материалов, но свои первые опыты помнит до сих пор. А как вы тогда изготовили первый свой костюм? С помощью чего? Каких материалов? С помощью таких материалов, из которых делают автомобильные обвесы. Это стеклоткань, это полиэфирная смола. Это довольно сильно химический процесс был, я помню. И все вокруг было в пыли и очень сильно изглазано. Это не совсем правильные материалы для косплея, но я не знала о существовании других. На создание полного образа одного персонажа у девушки уходит в среднем полгода. Сначала Полина создает макет деталей на компьютере, а уже после отправляет в печать. Таким образом, изделие, можно сказать, вырастает на пустом месте. Но суть в том, что все это происходит вот так вот послойно. И принтер по заданным параметрам ходит из одной точки в другую, нанося материал в нужной области. Таким образом это устроено. На достигнутом девушка останавливаться не собирается. В планах у Полины усовершенствовать свои навыки и сделать свою страницу в социальных сетях еще более популярной. Агуль Хатыпова, Альфина Кельдиярова и Роберт Давлетбердин. Новости Уфа. На этом у меня все. С вами была Элина Насырова. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Всего доброго.